Имя. РК. Фамилии. Алташ. Как? Алташ. Год рождения. 1972. 72-й, да? Да. Где родился? Не понял. Гражданин какой страны? Турции. Точный адрес. С какого города? Стамбул, Адана, Мерсин. Бурса. Бурса? Да. Закуривай. Нет, я не курю. С какой целью приехал в Кыргызстан? Я уже 6 лет в Кыргызстане. У меня здесь свой бизнес. Вместе с друзьями-кыргызами открыли свое дело. Значит, бизнес, да? Да. Женат? Я много работал. Поэтому у меня не было времени на личную жизнь. Я всегда мечтал встретить хорошую девушку из Кыргызстана. И я встретил такую девушку. Ее звали Селена. Кто? Селена. Селена? Селена? Здравствуйте. Как работа? Да ничего, нормально. Здорово. Давай, работай. Работаем, ребята. Ну, если не даже работать, солярка тогда. Сейчас, извиняюсь. Алло, Селена? Ты просил позвонить? Селена, у меня есть к тебе разговор. Мы сегодня встретимся? Ты это хотел спросить? Да. Если ты не против, давай встретимся у меня дома. РК, не обижайся. Но сколько раз тебе говорить? Ты меня не за то принимаешь. Если хочешь, давай встретимся, но только не дома. Хорошо. Я попозже освобожусь. Давай сегодня обязательно увидимся. У меня есть к тебе разговор. Какой разговор? Скажу при встрече. Хорошо. Селена, я решил жениться. Знаешь, на ком? На ком? На тебе. Серьезно? Да. Ты что, не рада? Рада. Конечно, я рада. Но я не могу выйти за тебя. Ты меня не любишь?
Почему ты не можешь выйти за меня замуж? Когда я заканчивала школу, меня украли. Ты же говорила, что не была замужем. Нет, я не была замужем. Но ты же говоришь, что тебя украли. Да, украли. Но я его не любила. А почему ты сразу не ушла? Почему? Как я могла уйти? По нашим обычаям, украденная невеста не должна покидать дом. Делают все, чтобы она осталась. Даже самая пожилая бабушка может улечься на порог, перешагнуть ее. Значит, навлечь на себя проклятие несчастья. Я испугалась всего этого. И чтобы не опозорить своих родителей, осталась. Но жить с человеком, которого я не любила, не смогла, и домой вернуться не могла, ведь считала, что я была замужем. Поэтому я приехала в город. Теперь будут говорить, что я разведенная. А я, выйдя за тебя замуж, всю жизнь буду чувствовать себя виноватой перед тобой и твоими родственниками. Я не могу выйти замуж за тебя. Я был потрясен рассказом Селены. И тогда я понял, что это, наверное, не единичный случай. На сегодня хватит. Остальное завтра. У меня есть к вам одна просьба. Что за просьба? У меня здесь есть сестренка. Можете ей позвонить и сказать, чтобы она привезла мои вещи? Диктуй номер. 0551 0551 928 928 111. 111, да? Да, Как звать? Фариде. Мам, к чему все это? Как вы не понимаете? Вы не можете меня засватать, пока я не поговорю с Эркой. Ты забудь Эрку. Мало того, что он иностранец, да еще за решеткой сидит. А если его осудят, что тогда? Ты останешься ни с чем. А ты знаешь, что говорят про краденую девушку. Мы все сделали, по-твоему. А чем закончилось? Он угнал машину, попал в аварию. Чуть было не убил тебя. Забыла, как ты без памяти лежала в больнице? Другие девушки о женихах только мечтают. Мам! Все, хватит! И о нас подумай. Скоро они приедут. Приведи себя в порядок, помоги накрыть на стол. Давай быстрее. Ну-ка, ну-ка. Ой. Вот. Смотри, как тебе идет, хорошая моя. Ты теперь член нашей семьи. Будь счастлива. Будь хорошей невестой для нас.
Я рад, что мы стали родственниками. Да, я тоже очень рад. Иди, доченька, накрывай на стол. Мы рассчитываем в этом месяце числа 15-го сыграть свадьбу. Да-да. Хорошо. Ну а дальше поговорим за столом. Да. У тебя все Прошу к готово? столу. Пойдемте, проходите. Пойдемте. Так, Эрка. Продолжим разговор. На чем мы вчера остановились? Зачем заварил эту кашу? Я же рассказывал о девушке по имени Селена, с которой я встречался. И дальше? Мы с ней больше не виделись. Почему? Не захотел больше встречаться? Или... Мы с ней не встречались, но постоянно созванивались. Потом мы просто стали хорошими друзьями. Угу. Потом? Долгое время я не встречался с девушками. Никак не мог ее забыть. Я же вам говорил, то, что в Бишкеке учится моя сестренка. Когда я приехал к ней в гости, среди ее подружек мне понравилась девушка по имени Эля. Угу. Экрем, как дела, друг мой? Как вы? Да, хорошо. Какими судьбами? Моя сестренка здесь учится. Ну, присаживайся. Спасибо. Сейчас я поговорю с ней, подойду. Ну я тоже отойду, ректор вызывает. Ну, потом пообщаемся. Хорошо, хорошо. Фариде, О, здравствуйте. как ты? Хорошо, спасибо. Мой брат Экрем, мои подруги. Анжелика, Эля, Айджана. Мне очень приятно. Извините меня, я поговорю с другом и подойду. Нет, сначала мне... Нет, завтра надо мне к экзамену готовиться. Надо. Ну, мне тоже надо готовиться вместе, потом после фильма и привет. Ты пойдешь? Не знаю, еще с Алькой надо поговориться. Не знаю, еще с Алькой надо поговориться. Извините меня. Вы верите в любовь с первого взгляда? Я впервые увидел Элю, когда нас познакомила сестренка. Я не помню, когда мы с ней встретились вновь. Но сейчас я помню каждое мгновение, когда мы были вместе. Я был уверен, что кроме Эли мне никто не нужен. Когда мы поняли, что созданы друг для друга, я решился просить у родителей руки Эли. Но все произошло не так, как я ожидал. Эля наша единственная дочь. Как мы можем отдать ее за иностранца, а? Эрка, мы не согласны на ваш брак.
Мам, мы же договаривались. Разве кыргызских парней мало? Ты о нас подумала? Ты у нас единственная. Тем более в чужую страну. К чужим людям нет, мы не согласны. Что бы вы ни говорили, я люблю Ирку. И мне никто, кроме него, не нужен. Слышите? Мы не хотим выдавать дочь против ее воли. Если вы действительно любите друг друга, желаем счастья. Дай мне слово, что никогда не обидишь ее. Договорились? Я никогда не обижу вашу дочь. А как же учеба, если она выйдет замуж? Она будет учиться. Не волнуйтесь. Сейчас каникулы. Если вы не против, я бы хотел ей показать Турцию. А какой город? Стамбул. Хорошо. Мы не против. Спасибо. Доброго пути. Спасибо большое. Дальше. Ну и съездили в Стамбул. Да, съездили. Sensiz savunmasızım bu ilk gecem. Zamansız yalnızım bu tek hece aşk. Дни, проведенные с Элей в Стамбуле, были самыми счастливыми в моей жизни. В те дни мы с Элей говорили о многом. О жизни, о семье и, конечно, о любви. Тогда я понял, что если любишь по-настоящему, невозможно ответить на вопрос, почему любишь. Да и нет такой необходимости. Хотя я и знал, что настоящая любовь не смотрит на возраст, национальность. Но когда я сам лично почувствовал это, я был счастлив. Bana söz ver aşkım. Sana söz verdim aşkım. Bu gece ağlamayacağım. Sana söz verdim aşkım. Uyumaya çalışacağım. Sana söz verdim aşkım. Sözümü tutacağım. Gitti artık deseler bile ben senin kalacağım. Sana söz verdim aşkım. Bu gece içmeyeceğim. Sana söz verdim aşkım. Canımdan geçmeyeceğim. Sana söz verdim aşkım. Sözümü tutacağım. Bunu artık deseler bile ben senin kalacağım. Bana söz verdin aşkım.
Bu gece ağlamayacaksın. Bana söz verdin aşkım. Мы вернулись в Кыргызстан с твердым решением пожениться. И стали готовиться к свадьбе. Каждый занялся своим делом. Я работал. Эля училась. Подбирала свадебное платье. На всем белом свете не было счастливее нас. Когда мы представляли свое будущее. Тогда мы не знали, что жизнь уготовила нам новые испытания. Девушка? Девушка, можно вас на минуточку, а? Сейчас. Девушка, не подскажете, мы правильно едем? Вот нам по этой улице, вот, хватай ее! Держи ее! Давайте, машину. Тихо, не ори. Не ори. Давайте, машину, быстрее. Машину сломай! Все, садись. Поехали. Давай, в машину. Ну все, успокойся, все нормально. Давай, держи ее. Поехали. Так держи ты ее. Давай, не дергайся. Куда вы меня везете? Не дергайся. Все, успокойся, нормально все будет. У каждой нации есть свои обычаи, традиции. Я это прекрасно понимаю. Но думаю, что похищение невесты – это не обычай. Вы помните, я рассказывал вам о судьбе Селены? Наверное, вы бы никому такого не желали. Я бы тоже не желал. Я думаю, что только те девушки, которые прошли весь кошмар насилия, могут понять этот ужас. Вы бы желали своей дочери такого? Я бы не желал. Алло. Да, я на работе. Да, на работе. Да. Кто? Куда? О похищении Эли мне сообщила ее мама. У меня была лишь одна мысль. Во что бы то ни стало,
найти ее. Сестра Эли с мужем разузнали, откуда похитители, и присоединились ко мне. Вместе мы начали поиски. Отпустите меня, пожалуйста, не надо. Ой, не плачь. Я прошу вас, у меня Не есть надо, парень. не бойся, оставайся. Все хорошо будет, мы Я тоже всё так равно замуж здесь не выходим. останусь, все так у меня выходили есть замуж. парень, Это отпустите. традиции наши. Я Не ушла. реви давай. Мам. Мама. Мам, что случилось? Мама. Почему ты плачешь? Насильно привезли несчастную. А она его даже не знает. И он тоже не знает. Я себя вспомнила. В свое время твой отец также насильно привез меня. Ее истерика — ерунда по сравнению с уликовской невестой. Да. Прикинь, вот такой кусок кожной куртки оторвала. Азиз, у нас тут друг женится, а ты где-то ходишь. Ты лазишь, а? Да, по делам ходил. Какие могут быть дела вот? Все, говорю уже. Что с тобой, жених? Айбек, Чувствую что-то неладное. А если за ней приедут, что будем делать? что ты боишься? Я 100 килограмм, он 95. Отобьемся. Все будет нормально. Это же обычно. Все сделаем как надо. Есть ты твои. Тихо, Никого не мирно и бойся. без пыли. Первый раз Все замуж. будет хорошо, что ты вот Куда ты? трачишь? Здесь. Все Куда, нормально там будет. Ай, не обращайте на него Ладно, внимания. пусть Куда идет. пошел? Он пьяный. Давай еще по 50 наливай. Да. Не останусь я здесь. Отпустите меня, пожалуйста. Я прошу вас. Упорными поисками, расспросами, только ночью мы все же нашли дом похитителей. Вот в этом доме что-то народу много. Кажется, здесь. Только я прошу вас, спокойно. Приехали. Надо встретить. Мои родные приехали. Здравствуйте. Здравствуйте. Заходите. Наша девочка у вас? Да, она у нас. Проходите, поговорите с ней. Пожалуйста, Покажите нам ее. Хорошо, что вы приехали. Проходите. Поговорим по душам. Проходите, Сейчас пожалуйста. посмотрим. Заходите. Гости дорогие. Эля, Наконец-то приехали. Заберите меня, пожалуйста. я заберу Я золото, здесь мое, не заберу останусь. Не тебя. плачь. Успокойся, не Пожалуйста, плачь. заберите. Не плачь, моя хорошая, все Я будет не Это хорошо. хочу традиции. остаться, я И мы хочу так домой. замуж И выходили. будете. Не плачь. Ну, пожалуйста. А вы кем? Приходите с невестки? Я ее сестра. Вот и хорошо, что сестра. Вот и объясните Если ей, заберете что на невесту, все воля Аллаха. опозорите нас. Пусть она Нет, и заплачет. я ее не Всё могу будет оставить. хорошо.
Все так замуж Да выходят. я и слушать вас не нет. буду. Раз она не хочет, Вы мы не можем объясните ее ей, здесь оставить. Что ничего страшного в этом Нельзя, нету. нельзя. Все так Раз она замуж плачет, выходят. мы Ну, должны ее поплачет, забрать. да перестанет На все это потом. воля Аллаха. На все воля Это пережитки Всевышнего. прошлого. Не позорьте. Сейчас не то время, Посмотрите, чтобы что насильно люди красть скажут потом. и выдавать про замуж. вашу семью Нет, говорить мы не будут. согласны. Не пойдет. Оставайтесь и оставляйте детей. Подождите, Не давайте забирайте. ее спросим. Прошу Эля, ты вас. согласна оставаться? Нет, Если нет, нет, поехали. подожди. Давай. Ну, Нет, не нет, надо я так сказал давить на свое нее, слово. она почти уже согласилась. Нельзя. Хочет, Если она пусть останется, остается. значит Это останется. наша Ну что, обычная вы давайте Это хорошая не семья. загораживайте мне Все так дорогу. заплачут. Эля, Поплачешь. ну что ты там, Эля? Ничего, Эля, ничего. давай, Видишь, пойдешь уже или нет? началось. Если остаюсь, оставайся. Пойдем. Нет, поехали. Оставляйте. Мы все так выходили Да, замуж. подождите. Ну что вы делаете? Так нельзя. Это грех. Видите, что вы делаете? Я выглядел беспомощным, потому что не знал, что говорить и как себя вести. Айбек, можно с тобой поговорить? Ну давай. Давай присядем. Айбек, я люблю эту девушку. Я ее люблю. Возможно. Но она тебя не любит. Меня любит. Пройдет время. И меня полюбит. А если не полюбит? А что, если она никогда не полюбит тебя? Даже когда будут дети? Никогда. Тебе откуда знать? Может, она и меня полюбит. Хорошо. Я прошу тебя. Выслушай меня внимательно. Неужели ты хочешь жить с девушкой, которая все время будет думать не о тебе, а обо мне? Потому что она любит меня. И что бы она ни делала, наливала тебе чай, гуляла, держа за руку, ласкала, обнимала тебя и мысленно была со мной, а не с тобой. Неужели ты не хочешь, чтобы женщина, с которой ты живешь, искренне любила только тебя? Зачем тебе жена, которая не любит? Неужели никогда не любил? Отец. Мама, отпустите девушку. Свадьбы не будет. Что будем делать? Надо отпускать. После разговора с Айбеком мы выехали оттуда. По пути оставили сестру Эли с мужем. Сами продолжили путь в город. Хотя все так хорошо закончилось для нас, смутные сомнения все же мучили меня. И мои сомнения были не напрасны. Салам алейкум. Ассалам алейкум. Отстань. Что с тобой? Что случилось? Рассказывай. Я отпустил ее. Что?
Так и есть, отвечаю. Да ну. Да? Что, реально, что ли? Отпустил. Как отпустил? А что я мог сделать? С сестрой можно было разобраться. Ты отпустил ее после разговора с ее парнем. Что такого он сказал? Ну ты лох. Слушай, хоть ты не начинай, а? Тима где? Дома спит пьяный. Не надо. Я же тебе говорю, он пьяный. Почему не надо? Разбудим. Не надо. Давно она уехала? Че молчишь ты, как будто язык проглотил? Не все потеряно. Не надо. Сейчас позвоним, догоним. Ушла с катертью дорога. Да будут они счастливы. Если не хочет, значит жизни не будет. Или, по-твоему, проживут душа в душу всю жизнь? Да приживут. Фима у себя. Хватит. Сейчас заберем его. Пошли, сейчас догоним. Может, не стоит? Пойдем. Да подожди ты, я так пойду. Да не звони, я тебе говорю. А вдруг завтра она накатает заяву? Тогда нас всех Да накроют. никто никуда не напишет, увидишь. Да 100 пудов напишет. Надо привезти ее Я обратно. тебе говорю, не напишет. 100 пудов Да привезти. хватит, я тебе говорю. Где звенит? Нет, не мой. А, Айба не твой? Нет, не мой. Сзади, что ли? А, вот, сзади. Сумку оставила. Вот сейчас, вот здесь, вот отсюда звонок идет. Опа, сотка. Смотри, Айба. Алло, это я, Айбек. Где вы находитесь? Ваша сумка осталась, хотел привезти. Тогда подождите, сейчас подъедем. Дай посмотреть. Хороший аппарат. Да, классный аппарат. Алло. Эрка, это ты? Поторопитесь, а то мы вас скоро догоним. Мы едем за вами. Поехали. Сигарет возьми. Ай. Я даже не представляю, что было бы с нами, не предупреди нас, Азиз. На, держи. Айбек, не переживай, мы сейчас их пулей догоним. Лучше выпьем. На, ты тоже выпей. Давай, давай. Салам алейкум. Валикум ассалам. Пойди, не видели, здесь красная машина не проезжала? Не заметил. Вроде нет, не проезжала. А эта дорога куда ведет? Вон до канала и все. А дальше нету, да? Дальше нет дороги. Все, Рахмат. А, хорошо, Коп.
Они приближаются. Бежим, скорее. Они не могли далеко уйти. Надо побежать за ними. А чё стоим тогда? Побежали! Бежим, Где они? Бежим. Здесь точно их нет. Сбежали, что ли? Да не знаю, звони давай. Надо найти их. Нету здесь. Звони давай. Звони, говорю. Кому, Айби? Айби, да конечно Айби. Что я ему скажу? Скажи, пускай сюда едут. Айба, выходи на дорогу. Канал. Мужики, что, свет клином на ней сошелся? Пошли лучше бухнем. На тебя! Повезло ему, что не догнали. На маслах бы ползать заставил. Дай я стрельну. Дай сюда. Ты что делаешь, Айбек? Зачем? Вы что, хотите, чтобы у меня проблемы были? Хватит, все, поехали отсюда.
Не бойся, любимый. Это всего лишь царапина. Давай. Ну же. Хотя погони за нами не было, тревожная мысль, что нас могут все же настичь, не покидала меня. Поэтому, невзирая на усталость, на горную дорогу, я продолжал идти, чтобы до темна добраться до трассы. С вами все в порядке? Откуда вы? Вы знаете, меня украли, но нам удалось сбежать, и мы едем домой. А этот парень кто? А его зовут Эрка. Это мой парень. Он турок. Раз ты бежишь с турком от кыргыза, значит, сильно любишь его. Я не очень-то понял слова водителя. Я стал подозревать, что он специально едет медленно, чтобы нас догнали. Байке, вы можете ехать побыстрее? По этой дороге опасно ехать быстро. Да и машина у нас не Мерс. Алло! Ха, как дела, друг? Как здоровье? Ха, у тебя все хорошо? Да у нас, не знаешь, шоферская это жизнь. Ха, все время дороги, вот. Ну рассказывай, как тебе? Мысль о том, что нас может настичь пьяная толпа, была основным поводом угона КамАЗа.
удивлением, а больше ничего не понял. Это все правда? Да, зачем мне врать? Я сказал все, как было. Я признаюсь в том, что я угнал КамАЗ. Прошу вас, поймите меня. Я сделал это только ради Эли. Я боялся потерять ее. Я готов возместить ущерб и ответить перед судом. Меня больше беспокоит Эля. Что с ней? Посадят тебя или нет, это не нам решать. Это суд решит. А насчет Эли можешь не переживать. Она в больнице. Ей уже лучше. Спасибо. Судя по всему, ты неплохой парень. Спасибо. Но все же я проверю. Если все это правда, сделаю все, чтобы помочь тебе. Спасибо. Большое спасибо. Спасибо не мне. После такой аварии не все выживают. Спасибо Аллаху. Алло? О, доча. Конфеты, да? Захвачу, конечно. Давай. Экрем Алташ, на выход. Лицом к стене, руки за спину. Вперед. Прошу всех встать. Суд идет. Прошу всех сесть. Уголовное дело в отношении подсудимого Экрема Алташа по статье 172, часть 2 Уголовного кодекса Кыргызской Республики объявляется открытым. Секретарь, обеспечена ли явка участников процесса? Да, Ваша честь. Подсудимый Экрем Алташ конвоирован в зал суда. Адвокат обвиняемого Алиева Мира, государственный обвинитель Сапарбеков Данияр и адвокат потерпевшего Кундузова Айгерим находятся в зале суда. Спасибо, присаживайтесь. Подсудимый, встаньте. Ваша фамилия, имя, отчество? Экрем Алташ. Год рождения? 1972. Место рождения? Турции. Национальность? Турок. Образование? Высшее. Семейное положение? Холост. Адрес постоянного проживания? Город Бишкек. Улица Токтогула, около Киева. Будут ли ходатайства от сторон? Нет. Нет. Ну, прошу садиться. Слово предоставляется государственному обвинителю Сапарбекову Данияру. Спасибо, Ваша честь.
На основании заявления со стороны потерпевшего Турубекова Асылбека было возбуждено уголовное дело по статье 41 Уголовного кодекса Кыргызской Республики и передан в следственные органы. Во время следствия был установлен факт угона автомашины марки КАМАЗ, подтверждающий заявление потерпевшего Турубекова Асылбека. Хочу сообщить, что потерпевшая и ее родители не имеют никаких претензий к подсудимому Экрему Алташу. Также, Ваша честь, прошу принять к сведению, что в ходе следствия подсудимый Экрем Алташ полностью признал свою вину по статье 172, часть 2 Уголовного кодекса Кыргызской Республики и готов полностью возместить нанесенный ущерб потерпевшему. На основании вышеизложенного государственное обвинение ходатайствует об освобождении от уголовной ответственности подсудимого Экрема Алташа. Спасибо вам. Можете присаживаться. Слово предоставляется защите потерпевшего Кундузовой Айгерим. Ваша честь, защита потерпевшего сообщает, что у потерпевшего Турубекова Асылбека, подсудимому Экрему Алташу, никаких претензий нет. В связи с тем, что подсудимый Экрем Алташ обязуется полностью возместить нанесенный ущерб потерпевшему, защита полностью снимает свои претензии и просит вас вынести оправдательный приговор. Спасибо. Садитесь. Слово предоставляется адвокату подсудимого Алиевой Мире. Спасибо. Так как государственные обвинители и защита потерпевшего не имеют никаких претензий, защита ходатайствует о вынесении оправдательного приговора моему подзащитному. Спасибо. Садитесь. Суд удаляется для вынесения приговора. Прошу всех встать. Rızkısın yaratan yaratıcıdan hiçbirini isteyemem. Adamlar bay yerinde yaşayır. Yok, dilege karşı bir de ciddileşti. Bir tayfa adamlar geldiler, bir bayrak gözlerini ele aldı, kalkan çoğun tayfa açığa oturur. Baldarı kızları tentip yer ketmemekte, baylığa bulun mamile dolaymayız içinde. Üçüncü, gelecek nesilge bulun mamile. Рассмотрев уголовное дело в Свердловском районном суде города Бишкек в отношении Экрема Алташа по статье 172, часть 2 Уголовного кодекса Кыргызской Республики, выслушав прения сторон, суд постановил на основании статьи 29, часть 1, пункт 12 Уголовного процессуального кодекса Кыргызской Республики, приняв к сведению ходатайство государственного обвинителя и защиты потерпевшего, прекратить уголовное дело в отношении подсудимого Экрема Алташа и освободить его из-под стражи прямо в зале суда. В дальнейшем обязать Экрема Алташа полностью возместить ущерб потерпевшему по обстоятельствам похищения невесты, которые выяснились в ходе судебного следствия, направить материалы дела прокурору для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Приговор может быть обжалован в течение 10 дней с момента вынесения. Всем понятно постановление суда? Заседание суда считается закрытым. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, а где Эля?
Эля вышла замуж. И прошу вас, не приходите больше. До свидания. Айджан, Эрка, здравствуй. ты что тут делаешь? Ты же в тюрьме. Айджан, я ищу Элю. Где она? А ты что, не знала, она выходит замуж? Нет, я не верю. Почему? Я сама видела, как она готовится к свадьбе. Айджан, и мы готовились к свадьбе. Ну и где же твоя свадьба? Где Эля? Скажи мне, где Эля? Да что ты кричишь на меня, дурак? Девчонки, пойдемте от этого психа подальше. Нет, ты видела, как он у меня орал? Придурок. Эй, безумный холодный ветер, разгони мою печаль, словно эти облака. Холодным дыханием своим ты обволакиваешь меня. Разве не говорит тебе плач моего сердца о иссохшейся душе моей? Унеси на крыльях своих неиссякаемую верность мою. Подари последнюю надежду любимой моей. Тебя твой турок ищет. Что ты мелешь? Он же в тюрьме. Значит, вышел оттуда. Кажется, у него крыша поехала. Стал орать на меня. Где Эля? Когда я сказала, что ты выходишь замуж. Эля где? И что ты сказала? А что я могла сказать? Ничего не сказала.
Почему вы меня обманули? Ты опять про Эрку? Вы же говорили, что его посадили. Почему вы все врете? Что мы вам сделали такого, что вы против нас? Никто не желает плохого своим детям. И мы желаем тебе только счастья. Зачем сватаете за парня, которого я не знаю и не люблю? Мы желаем тебе только счастья. Ты у нас единственная. Я не хочу отпускать тебя далеко. Если вдруг я заболею, что со мной будет? Кто будет рядом, кроме тебя? Скажи. Не плачь, милая. Со временем ты меня поймешь. Алло? Алло, здравствуйте, Худавый. Я бы хотела поговорить с вами. Турок вышел из тюрьмы и снова ищет ее. Завтра я собираюсь отправить ее в Токмак. А что, если ускорить свадьбу? Может быть, Канат поговорить с ним по-мужски. Короче, надо решать проблему. Хорошо. Ладно, спасибо. До свидания. Глупенькая ты моя. Ничего ты не понимаешь. Канат из хорошей семьи. У вас с ним все сложится. Вы будете счастливы. Может быть, в Токмак съездишь к сестре? 2-3 дня хорошо отдохнешь. Здорово. Здравствуйте. Как дела? Пойдем поговорим. А в чем дело? Идем, что ты боишься? Убери. Руки убери, говорю. Что делаете, подонки? Не слез. Кто-то отобьется. Будешь знать, как Саша черт заманивает. Держи.
Ай, балдар! Ай, балдар! Ай, бұл емне қылғаныңар? Атта, не вмешивай! Ай, барыңар бірігіп алып, жалғыз баланы сабағаныңар емне? Сілер қандай балдарсыңар өзіңер? Ата, не вмешивайтесь сами? Қантып кейлігішпейін. Көпчілігің жалғыз байқұшты тепкілеп атсаңар. Уялбайсыңар ба? Он клеится к чужой невесте. Пусть ищет женщину у себя в Турции. Ким болса да, бұл қылғаныңар туыр емес балдар. Көпчілікке салып, жалғыз адамды тоқма қалу, өзіңден күшсіз болып тұрған адамға қол салу, бұл жігіттіке, айкөлдіке жатпайды балам. Ділі қырғыздың құлқ мінезінде болған емес. Қырғыздар қылым бойы қалыз, айкөл жашап келішкен. Қырғыздардың жақсы қасиеттерін сақтап, маданиятты, кичіпейіл болып, өзіне жарашпаған жат көрініштерді алыс қармаш керек. Пусть оставит девушку в покое, ата. Бар емес. Бұл қылғаныңар туыр емес. Қачан қырғыздың жігіттері қыздарды зордап, ала қачып, чырқыратып, ыйлатып, зордап, қордап ал чөлі. Салт деп жөнеле сөзге жамынып, ойланбай құрылған үйбіледен ажырашулар, анын артында қалған жаш балдардың көз жашы, мұның кімге керегі бар? Қызды зордап аялды қалу, Қырғызда еч қачан салт болған емес. Қызды ала қачу, бұл жігіт қатары өзін өзі шембе, қорқоқтық. Қырғыз еч қачан қорқоқ болған емес. Хорошо, Аксакал, вы убедили нас. Но пусть больше не подходит Келли. Тұр. Қайда жашайсың? Здесь недалеко. Ем үйіңе өзің жете аласың ба? Спасибо. Бар ағай. Они тебя в покое не оставят. Уезжай в Турцию. Слава богу, что Эля осталась жива. Да. Ты согласен со мной? Ты прав. Уезжай на родину. Тебе нужен отдых. Приди в себя. Ты заберешь Элю с собой? Я должен с Элей поговорить. Поговори. Хорошо. Но мне кажется, ты должен лететь один. Или я не прав? Если я без нее уеду, меня неправильно поймут. Неважно, что о тебе будут думать. Важно, чтобы ты подумал о себе. Я очень беспокоюсь за тебя. Ты прав. Посмотри, на кого ты похож. Ты как загнанный волк. Уезжай на родину. Хорошенько подумай. Алло? Алло? Эрка, привет. Привет. Как дела? Хорошо. Эля, я на свободе. Я везде искал тебя. В институте, у подружек, дома у мамы твоей спрашивал.
Она не захотела со мной разговаривать. Ты знаешь, как сильно я люблю тебя. Знаешь, как я мучаюсь. Я больше не могу. Завтра улетаю в Турцию. Если любишь, будь со мной. Буду ждать тебя в аэропорту. Я не могу с тобой улететь. Меня родители выдают замуж. Эля, мы ведь любим друг друга. Сердце не обманешь. Все равно я буду ждать тебя. Слышишь? Буду ждать. Эля! 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 Эля? Мама, я знаю, ты будешь злиться на меня, но я верю, что ты меня поймешь. Не ищи меня. Когда придет время, я сама приеду к тебе. Ты ведь желала мне счастья, и сейчас я счастлива, так как нашла свою любовь. Ради него я готова на все. Любить значит страдать, не так ли?